Сегодня во всех регионах страны стартовали классные часы профориентации. Эту программу разработали в Министерстве просвещения России. К ученикам первой Чебоксарской гимназии приехал руководитель профильного ведомства Дмитрий Захаров. На необычном уроке побывала и наша съемочная группа. Человек со средним образованием, он уже сможет работать, но высшее образование, оно помогает работать в больших компаниях, добиваться большего успеха, и все-таки большая квалификация способствует большим умениям, знаниям, как следствие заработной платы. Если пойти на веб-мастера, который параллельно с созданием визуального сайта, то он еще, получается, программирует, и там лучше уже получать высшее образование. То образование, которое дается, в принципе, и в среднем, и в высшем просто более углубленное. Точку в споре о том, что выбрать высшее или среднее профессиональное образование, поставили сами ученики. Сейчас на рынке труда ценятся и практические навыки, и наука. Главное, не ошибиться в выборе специальности. Именно поэтому уже сейчас ребятам помогают определиться, куда бы они хотели пойти работать. Время летит очень быстро. Завтра, послезавтра вы уже в 9-м, а далее уже и в 11-м. И, конечно же, многие из вас начинают задумываться, куда я пойду учиться, кем я стану. И этот вопрос, он возникает далеко не в 8 классе. Поэтому и федеральный проект, он начинается именно с 6 класса, для того, чтобы сразу после начальной школы мы начинали задумываться для того, чтобы выбрать для себя верный профессиональный вектор. Дмитрий Захаров провел классный час для учеников 8 класса. Многие ребята здесь уже понимают, какая профессия им необходима. На вопросы министра школьники давали и глубокие ответы. Действительно, мы в нашем государстве работаем не только для себя и узкого круга людей, которые нас окружают, но и вообще для общества и для государства, как Антон подчеркнул. А есть такие профессии или специальности, где образование не нужно? Среднеспециальное или высшее? Ну, это, наверное, будет то же самое, что-то с этим связано. Неожиданно, но я думаю, среди молодежи это сегодня верно. Программа «Россия. Мои горизонты» реализуется в рамках национального проекта образования. Профориентационный курс продлится на протяжении учебного года. Теперь каждый четверг в школах будет начинаться с уроков профориентации. Это целый курс занятий, который называется «Россия. Мои горизонты». Только лекциями эта образовательная программа не ограничится. Ученики смогут побывать и на экскурсиях на предприятиях. Лозунг «Фойе первой гимназии как нельзя лучше отражает суть проекта. Из 1000 возможностей выбери свою». Человек, который не имеет каких-то зачатков профессионального образования, будет читать специализированную литературу, дополнительную литературу, потому что это просто-напросто неинтересно. Его круг обзора будет довольно сужен. А для того, чтобы его расширить, надо, конечно же, ознакомиться с профессиональным образованием. Вот я сюда ехал на вашу встречу и в Телеграме прочитал про Илона Маска. В социальных сетях он выставил семитомник одного из авторов, который рассказывает про взлет и падение Римской империи. Казалось бы, где Римская империя, история и где он. Но человеку интересно для того, чтобы творчески самореализоваться. Ученикам первой гимназии интересно изучать чувашский язык. За рамками образовательной программы ребята и преподаватели создали разговорный клуб. К чувашскому языку сейчас тяготеет все больше ребят. Разговорный клуб гимназии номер 1 может послужить и другим хорошим примером, отметил министр. Наш чувашский язык, родной чувашский язык, становится уже не учебным предметом, а тем разговорным языком, которым мы с вами общаемся. Дмитрий Ковалев и Юрий Марков. Национальное телевидение Чувашии.